الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. О Аллах, даруй нам знание, которое будет полезным для нас, и дай нам пользу в том, что мы знаем, и прибавь нам знания и понимание религии. Милостью Аллаха Субханаху ва Тааля мы с вами приступили к изучению самой большой суры в Коране. Это сура Аль-Бакара, сура Корова. И прошлая лекция была посвящена первым 5 аятам, которые звучат «Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим, алиф лам мим». Это буквы, мудрость которых заключается в том, чтобы бросить вызов людям, что вот он, Коран, написан и звучит теми буквами, которыми вы разговариваете. Это буква алиф, это буква лям, это мим. Так приведите же подобную книгу, если вы сомневаетесь в ее истинности. «Залика аль-китабу ла райба фих» — это писание, в истинности которого нет сомнений. «Худан лиль-муттакин» является верным руководством для муттакин, богобоязненных. Выделены богобоязненные, потому что именно они извлекают пользу из этого руководства, и только им она приносит счастье. И их качество «аллазина ю'минуна биль-гайби ва юқимуна ас-салата ва мимма разакнахум юнфикун». Они веруют в скрытые, сокровенные знания, выстаивают молитву должным образом и выплачивают милостыню из того, чем Аллах их наделил, и расходуют имущество из того, чем их Аллах наделил. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. И которые уверовали в то, что было ниспослано тебе, то есть послание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и то, что было ниспослано до тебя, они признают, что Аллах, субханаху ва тааля, на протяжении всего рода человеческого отправлял к ним посланников и пророков, которые приносили послание Аллаха, его сообщением, чтобы люди руководствовались им. И وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, они убеждены твердо, без каких-либо сомнений, в ахирате, в жизни следующей. Они веруют во все сообщения о том, что касается жизни после смерти, от Аллаха сообщения, которые пришли в Коране, либо от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах, субханаху ва тааля, завершая описание этих людей, сказал: «Уляика аля худам мин раббихим ва уляика хумуль муфлихун». Они те, которые находятся на верном пути от их Господа. И они те, кто преуспел. И успех — это приобретение желаемого и спасение от нежелаемого, порицаемого. И вот эти люди, они обретут то, что они желали. Это довольство Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, Его милость, Его поддержку и вечные райские сады. И они спасены от того, чего они страшатся, чего они не желают. Это гнев Аллаха, субханаху ва тааля, и это наказание в следующей жизни. Далее, в 6 аяте суры Аль-Бакара Аллах, субханаху ва тааля, рассказывает, сообщает нам о другой категории людей. Вообще, если внимательно посмотреть, и начать читать суру Аль-Бакара, Аллах, субханаху ва тааля, начинает эту суру с упоминания 3 категорий людей. Первым он сообщает о наилучших из них. Это верующие, богобоязненные рабы Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Далее те, кто противоположны им, это неверующие
отрицающие, не признающие послание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И третья группа людей, о которых также Аллах Субханаху ва Тааля нам поведал в начале суры Аль-Бакара, это наихудшие из категорий, это лицемеры, которые внешне проявляют свою веру, но в сердце скрывают неверие. И сегодня же, иншаллах, мы с вами прочитаем и изучим аяты, касающиеся второй категории людей. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна аллазина кафару саваун алейхим, аанзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун». Воистину, те, которые являются неверующими, безразлично, будешь ли ты их увещевать, предупреждать или нет, они все равно не уверуют. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна аллазина кафару». Воистину, те, которые являются неверующими, проявили неверие. Неверие, оно противоположно вере, иману. И этот термин неверие, куфр, заключает в себе любые убеждения, либо действия, либо слова, которые противоречат вере, иману. Которые противоречат вере, иману. В первую очередь, это, конечно же, непризнание того сообщения, которое принес пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обвинение во лжи и неверие в это. Таким образом, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: воистину те, которые являются неверующими, то есть которые совершают определенные слова, дела, действия, либо убеждения, которые ведут к отрицанию послания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, полностью, либо частично, они являются неверующими. Здесь тоже важно упомянуть полностью, либо частично. Это понятно, что если человек полностью отрицает, говорит: «Я не верю в вашу религию», но человек может признавать какую-то ее часть. Например, взять 6 столпов имана, веры. Иман, вера в Аллаха, в ангелов, в Священное Писание, в пророков, в судный день и предопределение. Если человек признает 5 из них, но при этом отвергает одно из них, говорит: «Нет, я в это не верю», это тоже является проявлением неверия и входит в эту категорию. Он говорит: «Я верю в Аллаха, но не верю, что после жизни будет воскрешение, и будет расчет, и будет суд». Это уже является противоположным иману, вере. Это называется куфр. То действие, то убеждение, которое выводит человека из религии ислам. Так вот же, Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте сообщает о категории людей, которые именуются неверующие, не признающие послание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и отрицающие его. Говорит: «Саваун алейхим». Разницы нет, то есть одинаково для них. «Саваун алейхим», одинаково для них. «Аанзартахум ам лам тунзирхум». Будешь ли ты их увещевать или не будешь увещевать? Будешь ли делать инзар? Применяется слово инзар. Что такое увещевание? Больше, наверное, даже подойдет слово предостережение. Это наставление или обучение путем устрашения. Обучение человека, либо наставление его путем устрашения. Устрашение о будущем наказании, о будущих пагубных последствиях, которые его коснутся, если он будет идти по этому пути. Вот это называется инзар. И есть другой метод увещевания, это называется табшир, то есть наставление путем сообщения о будущих наградах, о будущей радости, которая тебя ожидает. Так вот же, Аллах Субханаху ва Тааля сообщил о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал ему: «Вама арсальнака илля каффата линнаси башира ва надзира». И мы отправили тебя ко всем людям. Кем? Предостерегающим и
баширан ва надира, обрадующим о будущей милости Аллаха Субхану ва Тааля и о том, что ожидает рабов верующих и покорных, и надира, предостерегающим, который сообщает о том наказании, которое ожидает человека. Это два метода, которые применял пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и они также являются и нам в пример, что когда мы видим человека, совершающего какие-то злодеяния, какие-то грехи из числа наших родственников, из числа наших близких друзей, то мы прибегаем к этим двум методам. Либо мы призываем его к благодеянию и к покаянию, и обещаем ему благое, доброе вознаграждение, которое его ожидает, либо же мы его устрашаем, напоминаем ему о тех формах наказания и о гневе Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, который коснется в случае продолжения на этом грехе. Так вот же Аллах Субхану ва Тааля говорит, им все равно, будешь ли ты их предостерегать или не будешь, что говорит? «Ля ю'минун». Они не уверуют в твои слова. Они не примут твои слова. Они не последуют за ним, и они не будут руководствоваться этими словами. Почему же таково положение этих людей, и что это за люди, и означает ли это, что бессмысленно человеку, который отвергает истину, что-либо говорить? Нет, данный аят, как говорят толкователи Корана, он является утешением пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Он не является, во-первых, оправданием для неверующих, чтобы они говорили, видите, бесполезно нам что-то говорить, поэтому оставь меня, я такой, не увещевай меня. Нет, это не является оправданием для неверующего, оправданием для его грехов и его заблудшего пути. И также это никоим образом не является сообщением, чтобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и те, которые призывают к истине, они оставили это дело. Нет, данное сообщение является, как мы сказали, утешением для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь он усердствовал, он тратил все свои силы, все свое время для того, чтобы свой народ, окружение свое привести к истине. Но несмотря на все это, на все его старания, они оставались на своем, и они отказывались в него верить. И тут Аллах Субхану ва Тааля сообщает, что проблема не в посланнике. Проблема не в пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Не значит, что он неправильно до них доносит или как-то неправильно объясняет. Нет, Аллах Субхану ва Тааля объясняет, что это суть таких людей. Это их натура таких людей. Их неверие окутало полностью. Их неверие окутало полностью, и сердца их запечатаны. Есть такие люди. И далее Аллах Субхану ва Тааля говорит, почему же их положение таково, потому что Аллах Субхану ва Тааля хатам Аллаху аля кулубихим ва аля сам'ихим ва аля абсарихим гишаватун ва лахум азабун азим. Ведь Аллах запечатал их сердца и их слух. И на их глазах находится пелена, покрывало. «Валахум азабун азим». И их ожидает, их коснется великое наказание. Что говорит Аллах? «Хатам Аллаху», опечатал, запечатал. Что такое печать? Для чего она используется? Да, если взять нашу повседневную жизнь, мы опечатываем что-то для того, чтобы оттуда никто не заходил и никто оттуда не выходил. То есть не просто заперли, а вообще полностью опечатали. А раз опечатали, значит в дальнейшем не предвидится, что оно будет открыто. Одно дело закрыть, да, закрыть просто. Ты закрываешь, и ты можешь его в любой момент открыть. Либо на замок. И ключ у тебя, ты можешь его в любой момент. Но когда уже что-то запечатали, это значит того, что не предвидится открытие этого места. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, Он запечатал их сердца. То есть из этих сердец ничего благого не выйдет. И эти сердца ничего благого не приемлют, и любые наставления, увещевания, проповеди, они туда не проходят.
пользу им не приносит. Их слух, он тоже запечатан, они любые слова Корана, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, слова проповеди, они слышат, но не слушают. Они не внемлют этим словам. И глаза их застилает пелена. Они не видят. И удивляешься, да, люди, особенно есть такие люди, которые повседневно могут сталкиваться с чудесами, с знамениями Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. В частности, люди науки, которые познают тайны этого мироздания. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна фи халки самавати валь арды ва ихтиляфи лейли ва нахари ла аяти ли улил альбаб». Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи есть знамения для людей, размышляющих. То есть они изучают это, они изучают строение небес и земли, но они не извлекают из этого пользу. Более того, порой это им прибавляет лишь неверие. И их коснется, говорит Аллах Субханаху ва Тааля, великое наказание. Азабун азим. Заметьте, Аллах Субханаху ва Тааля наказание назвал великим, потому что нет более сильного, более ужасного, более великого наказания, чем наказание в аду. Ни одни страдания, которые человек претерпел в этом мире, ничего из этого не сравнится с тем, что ожидает обитателей ада. Самое легкое наказание, о котором сообщил нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что человеку наступит на раскаленные угли, от жара которого будут закипать мозги человека. Мозг человека будет кипеть. Это самая легкая форма наказания. Аллах Субханаху ва Тааля сообщил нам о том, что обитатели ада, они и не умрут там, и в то же время нельзя назвать их существование жизнью. Каждый раз, когда каждый раз, когда кожа их сгорает, Аллах заменяет ее новой кожей, чтобы они вкусили, испытали наказание сполна. И поэтому наказание это названо азим. Азабун азим. Великое наказание. Нет ничего более страшного, чем это. Нет ничего более мучительного и ужасающего. Тут можно задать вопрос: за что же они это заслужили? Либо их изначально Аллах Субханаху ва Тааля предписал им это неверие, или же они это заслужили. Да, читая в первый раз эти аяты, у человека может возникнуть сомнение. Ведь они не веруют, потому что Аллах запечатал их сердца. Следовательно, он может подумать, эти люди ни в чем не виноваты, они являются таковыми, потому что им так предписано. И их вины в этом нет. Но нет же, если мы вернемся к другим аятам Корана, то мы узнаем, что вот это их положение, запечатывание сердца, слуха, зрения, покрывало на слухе, запечатывание покрывало на зрении, оно их коснулось за совершенные ими злодеяния. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Говоря о потомках Бану Исраиль, он говорит: когда же они уклонились от истины, Аллах совратил их сердца. И воистину Аллах не ведет прямым путем нечестивцев. Что говорит? Аллах совратил их сердца, когда они отклонились и уклонились. К ним явилась истина, они ее услышали, они ее поняли, но ушли от нее, они уклонились от нее, они отстранились от нее, и за это они получили наказание. Какое? Аллах Субханаху ва Тааля совратил их сердца. Или же другой аят сури Аль-Маида, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. И за то, что они
нарушили договор, нарушили завет, Аллах что говорит? Мы их прокляли и ожесточили их сердца. Это народ Моисея, народ Мусы. Когда они совершили грехи, злодеяния, нарушили договор, завет, Аллах Субхану ва Тааля что говорит? Мы их прокляли. Их коснулось наказание в виде, в первую очередь, это проклятие Аллаха Субханаху ва Тааля на них. И второе наказание, которое их коснулось, это черствость и ожесточение сердца. Аллах Субханаху ва Тааля запечатал их сердца. И таким образом вот эти люди, которые никак не приемлют истину, которые никак не получают от этого пользу, сколько бы им ни говорили, сколько бы им ни объясняли, что бы они ни видели, им это не приносит пользу, потому что их натура, их стремления таковы. Они стремятся к неверию, они стремятся к греху, и за это они получили подобающее наказание от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Это печать на их сердцах и слухе, и покрывало на их взоре. Дорогие братья, хотелось бы упомянуть, что, читая Коран, каждый верующий человек, как мы на первом уроке, на предыдущем уроке прочитали слова Аллаха Субхану ва Тааля, что это Писание является руководством для богобоязненных. Следовательно, именно богобоязненные верующие мусульмане извлекают из него истину. И каждый аят, каждая сура, в ней есть назидание, наставление для этих людей, для богобоязненных и верующих людей. И хотя на первый взгляд здесь вот эти два аята, они описывают нам неверующих и тех людей, которые отрицают, отвергают истину, они в первую очередь призваны предостеречь нас, верующих. Предостеречь нас от чего? От этого греха. От греха неверия. И предостеречь нас от тех качеств, которыми Аллах Субханаху ва Тааля описал людей грешников, неверующих. И таково должно быть положение человека, который читает Коран. Когда мы читаем Коран и видим описание верующих, богобоязненных людей, мы сравниваем себя с ними, есть ли во мне эти качества. Если нет, то необходимо добиваться и работать над собой, чтобы добиться, заслужить эти качества. Но когда в Коране мы читаем о людях грешных, о людях, которых коснулось наказание Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, которым обещано ужасающее наказание, мы изучаем это для того, чтобы также проверить себя, а нет ли во мне подобных качеств. И если они есть таковые, то необходимо работать над их устранением и исцелением и очищением. И также вот эти аяты, они являются предостережением для нас. Аят, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит, вот эти два аята, значит, люди, они не разумеют, не внемлют истине, они идут по этому пути, потому что сердца их опечатаны. Но за что они запечатаны, этих сердца? За злодеяния и греховные стремления, которые есть в этом человеке. И мы сравниваем себя. Верующий, читая это, должен сравнить себя и свое сердце. Каким образом? Мы сами слышим различного рода наставления, проповеди, приходим на джумга, вагаз, находимся где-то на мероприятии, слышим слова наставления. Мы можем глазами видеть события, которые сами по себе уже являются напоминанием, например, джаназа, погребение, омовение покойного усопшего. И вот, слыша эти наставления, видя вот эти напоминания, знамения, каково положение нашего сердца?
как эти наставления, увещевания, предостережения влияют на нас. Проходит ли эта информация, это знание, и заполняет ли наше сердце трепетом, страхом, смиренностью перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Либо же сердце человека может быть беспечным, опечатанным. Он сидит на уроках, он слушает проповеди, он слушает наставления, но все эта информация, все это знание абсолютно никак его вообще даже не беспокоит. Его сердце спокойно. Он видит знамения, он видит наставления, но никак сердце от этого не оживает. И в дальнейшем, раз сердце не... И как мы это понимаем, на его внешних поступках. Ведь сердце это является тем органом, если оно исправно, то и деяния человека исправны. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сообщил: «Инна фил джасади мудгатан, иза салухат, салахул джасад, салухал джасаду куллю». Есть в теле орган, если он исправен, то и все тело исправно. Но если же وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, но если оно испорчено, испортится все тело. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Что же это? Это сердце, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Если сердце человека живо, наполнено иманом, богобоязненностью, смиренностью, то его поступки будут соответствующими. Но если же в сердце нету этого, то и поступки его будут подобающими. А что же приводит к черствости сердца? И вот таким образом, если человек видит, чувствует в сердце, что вот он слушает проповедь, но оно не проходит в него. Он приходит на пятничную проповедь, слушает, и при этом он никак, у него богобоязненность не прибавляется. Смиренность, страх перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля не прибавляется. Он чувствует, что что-то не так с его сердцем. В чем же причина? А причина, она в грехах. Причина, она в ослушании. Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нам в своих хадисах сообщил: «Инналь абда иза ахтаа хатиатан нукитат фи кальбихи нуктатун сауда». Воистину, когда раб совершает ошибку, ослушание, грех, в его сердце ставится той черная точка. فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Если же он оставил грех, если он же покаялся за совершенную ошибку, это пятно очищается. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعَلُ عَلَى قَلْبِهِ. Но если же он раз за разом возвращается и продолжает совершать грехи постоянно, то эти точки, они что делают? Они его сердце покрывают полностью. Это и есть, говорит, что рана. Это и есть покрывало, то, что окутывает сердца, как Аллах Субханаху ва Тааля сказал в суре Аль-Мутаффифин: «Калла баль рана аля кулубихим ма кану яксибун». Но нет же, их сердца окутаны тем, что они приобрели. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И когда сердце человека, оно покрыто вот этой пеленой, запечатано, оно уже не внемлет никаким наставлениям и проповедям. Как также в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хадис, который привел Худайфа, радийаллаху анху, в Сахих Муслиме, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Урадуль фитану аля аль-кулуби ардаль хасири удан удан». Грехи, они касаются сердца, подобно вашей подстилке, на которой вы лежите. Вот эта подстилка, которая состоит из соломы, да, когда человек ложится на эту подстилку, он примыкает к ней. И когда он долго лежит, что происходит? На теле человека остаются следы, пролежни определенные. Да? И вот грехи, говорят, они прилегают к сердцу человека, и не грехи, а испытания, фитна, смута.
сюда все включается. Человек испытывается по-разному. Кто-то испытывается шахватом, похотью, кто-то испытывается сомнениями. И различные вот эти фитны, если человек, вот они прилегают к сердцу. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء. И если человек впал в эту грех, впал в эту смуту, не смог ее избежать, не смог сдержаться, ставится черная точка. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء. Но если же человек отверг это испытание, отверг этот грех, этот соблазн, ему ставится белая точка, белое пятно. حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. И вот этому человеку, который остерегается греховного, который держится, не поддается соблазну, вот эти белые точки будут ставиться до тех пор, пока его сердце, говорит, не станет подобно белому, гладкому мраморному камню. И его уже потом никакие испытания, никакие трудности ему не навредят, вплоть до тех пор, пока стоят небеса и земли. И далее говорит, «Валь-ахару», другой же человек, который не удерживается, он совершает эти грехи. Его сердце становится «асвада мурбаддан калькузи муджахьян». Его сердце, оно становится пепельно-черным. И оно подобно, говорит, кривому гладкому сосуду. Пепельно-черное. И оно сосуд, кривой сосуд. Почему так именно написано? Потому что если ты в этот сосуд воды наливаешь, она там не держится, она утекает. И ты никак не можешь ничем его заполнить благим. Ты хочешь его чем-то заполнить, неким добром, чем-то полезным, но ты не можешь, потому что этот сосуд, он не держит в себе это. «Ля я'рифу ма'руфан», он не понимает благого, «Валя юнкиру мункаран», не отвергает греховного. «Илля ма ушриба хаваху», он следует своим страстям, своей похоти. И вот это, дорогие братья, является одной из форм наказания. Одной из форм наказания. Как мы привели пример к последователям Мусы. Что Аллах Субхану ва Тааля сделал с ними за то, что они ослушались? За то, что они нарушили свой завет. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Мы прокляли их, говорит Аллах, и сделали их сердца черствыми, ожесточили. Это одна из форм, из самых ужасных форм наказания человека в этом мире. Поэтому человек пусть не обольщается, человек грешник, что он совершает грехи, ослушается Аллаха Субханаху ва Тааля, не выполняет его повеления должным образом, и в жизни у него все хорошо. В семье все хорошо, с детьми все хорошо, здоров, не болеет, все нормально. Пусть он посмотрит свое сердце. Его положение такое, что он чувствует себя в безопасности, чувствует себя таким безгрешным и не внемлет наставлениям, проповедям, лекциям, урокам, это уже, значит, его коснулось наказания. Самое ужасающее наказание, которое может прийти человеку, это запечатанное сердце. И тут следует отметить, да, что когда мы слушаем наставления, некоторые перекладывают вину за то, что проповедь или урок не задел его на самого проповедника. Да, такая тоже тенденция иногда наблюдается. Даже порой обсуждают, а кто там хутбу рассказывает, да там я ничего не понимаю, или как-то он плохо рассказывает, а кто проповедь ведет, он неинтересно рассказывает. И таким образом получается, он, сидя там, не извлек пользу. В его сердце не проникло это наставление, эта проповедь. А ведь что там ему читали, что там ему говорили, что ему напоминали? Аяты Корана, хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Это, конечно же, ни в коем случае не говорит о том, что сам проповедник, кто дает уроки, он должен беспечно относиться к своей работе. Нет, должна быть мудрость, должны быть методы передачи информации, но в то же время слушатель, если он не смог получить пользу из этих наставлений, из Корана, из Сунны, из хадисов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи, пусть он задумается. Возможно, проблема во мне и в моем сердце.
Если это ощутит, и если это выяснит, что нужно делать? Каяться перед Аллахом Субхану ва Тааля, делать таубе, делать истигфар, обращаться к Аллаху с мольбой: «Я мукаллибаль кулуб, тhabбит кальби аля диник». О, переворачивающий сердца, укрепи мое сердце на своей религии. «Я мусарриф аль кулуб, сарриф кальби аля таатик». О, изменяющий положение сердец, направь мое сердце к подчинению Тебе, к поклонению Тебе. И подобные дуа обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля. И оставлять свои грехи, пересмотреть свой образ жизни, конечно же. На этом, иншаллах, дорогие братья, завершим. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله أكبر الله